Мы продолжаем рассказывать историю жизни бравых защитников Родины. Ветеран Великой Отечественной Али Халухаев начал свой боевой путь в 141-м стрелковом полку на западе Украины. Он был в плену, бежал от смерти, ушел в партизаны и стал начальником охраны немецких военнопленных в Украине и Белоруссии. С родственниками солдата 40-х пообщалась Хади Добреева. Мне самое дороже эта комната, чем любой двухэтажный дом. Почему? Потому что он тут проживал, тут он спал. Та же кровать, тот же ковер и дом, что строил сам ветеран. Здесь почти ничего не изменилось за последние 40 лет, говорит Исраил. Об отце напоминает каждый уголок комнаты. Неугасающий взгляд из прошлого с портрета смотрит все так же проникновенно. Али Халухаев ушел на фронт на второй день войны. Ему тогда было 25. Служба началась в 141-м стрелковом полку на западе Украины. В одном из боев с неприятелем красноармейцы попали в засаду. Белые поляки, немцы царь захватить ганта. Ерж кышаш хамал ля царь сарай, деревянный сарай ардакадя. Анц чебеха. И начали солому подносить. И тут описывается журнал ТДС. Ардак дигди без этого, без ручки, кордя, сараечер. Остеха, часовой, тавяка. После побега бойцы долго скитались по лесам. Днем прятались в домах местных жителей, которые и помогли солдатам примкнуть к знаменитому партизанскому отряду Сидора Ковпака, дважды герои Советского Союза. Партизаны не давали житья гитлеровцам, нападали на отряды, пускали под откос поезда с оружием, техникой и провиантом. Халухаев, Пеблантон и Митревали – 3 лучших друга. Это фото сделано в городе Львов в 44-м. Исраил вспоминает, с какой теплотой отец отзывался о своих товарищах. Считал их братьями. Те, в свою очередь, называли командира батей. Постоянно Санхан Бэш. И отец всегда вспоминал о них. И награждать Тешхана. Задания, да, построения, выводили их постоянно, разведки лилось, награждать. Отец царь, командир хану. В партизанском отряде Али воевал до 44-го, а высылке ингушей в Казахстан узнал там же. Его вызвали в штаб и поставили перед выбором. Хочешь воевать – меняй имя. Так Али стал Алексеем. Несколько фотографий, военный билет и боевая характеристика. Родные кропотливо собирали и все вырезки из газет и журналов, в которых не раз писали о подвигах нерусского Алексея. Али, армия, 23 июня 1941 год. Еще одной семейной реликвии уже 85 лет. Записную книжку дяди старшего брата Али племянник Абу-Язид бережет как зеницу ока. В ней арабскими иероглифами выведены все значимые события, происходившие в большой семье Халухаевых. Ахарда Али Хуала хану. Хану. Осман Яхар, Брестские крепости. Шиёхка жиёха, цигичяхкавы. Замауы. В 40-м году армия бегал. Последние 2 года на службе с 44 по 46 Али Халухаев был начальником охраны немецких военнопленных во Львове и в Белоруссии. Немцев заставляли восстанавливать разрушенные города, здания, железнодорожные пути. К этому времени семья уже получила весточку, что Али пал смертью храбрых. С родными он воссоединился только в 46-м. Подорваться, Диахан царь. На лошадях тачанки, пулеметчик сзади, и подорваться, да. Это половины этой лошади не было, говорит. Остались они живы. Он сам рассказывал, даже я помню это. Никогда я не думал, говорит, что у меня будет семья, и я вот так приеду, буду жить. Эта табличка теперь украшает въезд на новую улицу в селе.
Еще одну назвать именем ветерана скоро планируют и в новом микрорайоне. Здесь не найдется ни одной семьи, в которой не знали бы имя и боевой путь ветерана, говорит Багаудин Ваделов. Но еще больше Али Халухаева уважали за мудрость и лидерские качества. Сам он помнит, как, будучи школьником, с нетерпением ждал гостя на уроках мужества. Готов был часами слушать военные истории. Даже помню его фотографии, которые он стоял в партизанском отряде, рядом с Ковпаком еще один, третий человек, их трое стояло. Полностью шинели с автоматом, ППШ, я его помню, эту фотографию я помню. Это был очень вежливый, аккуратный человек. Его уважали взрослые, его прислушивались. Он умер в 1974 году, 15 апреля. Как будто он вчера только ушел из жизни. Очень даже хорошее мнение. Я очень горжусь. Он очень был порядочным человеком. Гордятся мужественным дедом и внуки ветерана. Сали Халухаев вновь готовится поднять черно-белый портрет нашествия бессмертного полка. Эту акцию в семье Халухаевых считают, просто не имеют права пропустить. Для меня, как для внука такого человека, такого дедушки, это большая честь. Я очень благодарю своего деда, то, что ему не была безразлична судьба нашей страны, нашей родины, нашей необъятной страны. И я с гордостью, с большой гордостью буду нести его среди бессмертного полка, буду все выше поднимать, сколько смогу. 9 мая рядом с Али Халухаевым, плечом к плечу, как и тогда, в 40-х, бессмертные и бесстрашные герои. Они вновь встанут в строй и пройдутся победным маршем. Хади Добрива, Рамзан Миржоев, Новости 24.